Пустырь и болото в июне, а в сентябре современная футбольная площадка с искусственным покрытием. Спортивный объект по улице Рабочей в Выльгороде построен по инициативе жителей райцентра в рекордно короткие сроки. Это футбольное поле было выбрано нашими жителями еще осенью 2018 года путем интернет-голосования. То есть из 9 общественных территорий выбрали большинством голосов именно вот это футбольное поле. Ну и мы приступили, значит, к реализации. Буквально июль-август месяц, за 2 месяца подрядчик добросовестно выполнил все виды работ. Подрядчики подготовили площадку, проложили дренажную систему, водоотвод, обустроили искусственное поле, ограждение и освещение. На строительство выделяли 2 миллиона 300 тысяч рублей. Это деньги федерального, республиканского и местного бюджетов. В планах благоустройства прилегающей территории. Тех средств, которые были затрачены на футбольное поле, хватило на его строительство, на дренажную систему. Но, как мы видим, здесь необходимо провести работы по озеленению, по благоустройству, разместить скамейки. Так как здесь будут проходить соревнования, то необходимо, чтобы существовали парковочные места. На новом футбольном поле погонять мяч может каждый желающий. Двери на площадку всегда открыты. Хорошая новость моментально разлетелась по соцсетям. Из инстаграма заместителя председателя правительства Коми Константина Лазарева. В Выльгороде турниром по футболу среди школьных команд открыто новое футбольное поле, сооруженное на месте недавнего пустыря по улице Рабочая. Объект построен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего же в этом году в рамках проекта «Жилье и городская среда» в Выльгороде обустроена 1 общественная территория и отремонтированы 2 двора. На следующий год у Дома культуры по улице Северной разобьют сквер. Это тоже инициатива жителей. А в Сыктывкаре в микрорайоне Строитель откроют еще 1 парк. Работы по благоустройству в самой активной фазе. Строим здесь детский парк. Вот, то есть здесь будет качели, то есть здесь на том месте будут происходить для собак, то есть специальные тренажеры, то есть для собак. Здесь будет как площадка, то есть вот так вот все это будет происходить. То есть вообще как бы мне сказали, то есть вся республика будет, то есть это будет самый грандиозный парк вот здесь. И чего здесь только нет. Пешеходные и велодорожки, парковые светильники, скамейки, качели, спортивные тренажеры. За относительно короткий промежуток времени заросший лесной массив облагорожен и вскоре станет еще одним местом отдыха горожан. Они, кстати, уже оценили качество работ. Ой, сейчас красота, красота. В целом очень хорошо, спасибо огромное, то, что сделали так парк, хотя бы немножко обновили, потому что гулять нам приходилось до фонтанов ходить, либо на набережную, то есть ближайшего у нас ничего тут и не было. Смотрю, что сухие деревья оставили, это было, чтобы и убрали сухие, и посадили, мне кажется, другие деревья, это клен, рябина. Открытие парка «Строитель» запланировано на конец сентября. Сейчас завершаются работы на спуске к парку имени Кирова и в сквере неподалеку от Стефановской площади. Из 152 территорий, подлежащих благоустройству в этом году, уже благоустроена 71 территория. Значит, на территории 15 муниципальных образований из 46 участников проекта эта работа полностью завершена. На остальных территориях работы продолжаются, они находятся где-то в финальной стадии. Объем выполненных работ на сегодня стремится к 80%. Согласно контрактам, подрядчики должны сдать свои объекты в сентябре и октябре. Алексей Корчма, Олег Костромин, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.